Моголистан. Слышь, казаки, все казаки были грамотными людьми. Их считали, другие народы считали их за богов. Белые боги. Поэтому земля белых богов. Так и называлась она. Индусы, возьмите, Верещагин, художник, написал воина индийского на коне. Все его снаряжение на нем казачье. Так вот, было государство Моголистан. Слышали? Да. Значит, от Иртыша по экватор Индии. Там города сейчас Арпа, Будай, Арпа, ячмень, Будай, пшеница в переводе с казачьего. То есть казачье наименование. Все реки, Он-Ас-Ай, так назывался Енисей, Ам-Ур, казачье слово, великая пустота, побеждай великую пустоту. Урал, Урал, Терек на Кавказе, Теректи, Терексай, Кубан, в переводе бледно-желтая. Так, Тал-Ас, Каракол, Айдара, Рекия, Сырдарья, Амударья, какие еще реки? На каком языке? Названия, топонимы, гидронимы спрашиваю. Чеченцы – это ваш язык? Нет. Адыгейцы – ваши? Нет. Все народы Кавказа – это не наш язык. А почему названия топонимов и гидронимов на вот этом языке? Чей этот язык? Да это казачий язык. Пришли, армян преследовали турки, их бы вырезали всех. Они мигрировали, они плоскогорье Элам занимали. Между озером Акча и Сиван. Это плоскогорье. Оттуда вынуждены были передвинуться. Короче, бежать. Попросили землю у казаков. Казаки дали им землю. Она называлась Хай-Астан. Не Армения. Вот этими словами, которые я сказал. Стали плавильные печи там, на этом месте. Гора, о которой они говорят, Арарат. Правильное ее название Ар. Ара, Раат. Раат. А не Арарат. Ар-Ара, Раат. Правильное название. Кто такой Ной? Первый предок у казаков считается Далай Сандал Ит-Туу. Вот его имя. Его сын, предок, Далай Сандал Алтын Ит-Туу. Третий считается Ной-Он. Вот откуда Ной. Так вот, третий уже имел корабли, на которых развозил товары между рек Тигр и Ефрат. И дальше продвигал свои товары. Казаки, все казаки были грамотными людьми. Их считали, другие народы считали их за богов.